أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Иншаллах, дорогие мои братья, сегодня мы будем говорить о желательности совершения намаза также в мечети, называемая Масджиду Куба, которая находилась раньше на окраине Медины, а сейчас она уже внутри города Медины. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, часто любил посещать эту мечеть и совершать намаз в этой мечети. И тот, кто совершает хадж, когда он приходит в Медину, прибывает в Медину, ему желательно найти время и хотя бы один раз пойти в Масджиду Куба, чтобы в ней совершить намаз. Также желательно совершать намазы в всех тех местах, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал намаз. Там есть много мечетей, называется Масджиду Хамама, Масджиду Джумаа и так далее, и так далее. Есть много мечетей, много мест в Медине, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал намаз, и то место, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал намаз, это место сделали мечетью. Приводится хадис от Усьяд ибн Зухайр аль-Ансария, радiyallahu анху. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. Усайд ибн Зухайр, он был из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Он рассказывает, что я, говорит, слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, один день сказал, что совершение намаза в мечети Куба приравнивается совершению одной умры. Умра — это малый хадж. Один раз, если ты совершишь 2 ракаата намаза в мечети Куба, то ты получаешь воздаяние от Аллаха, как будто бы ты совершил один умра, один малый хадж. حديث كتير في ويسود سعد بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот человек, который у себя дома совершит очищение и омовение, затем направится в Масджиду Куба, совершит в нем намаз, то это воздаяние приравнивается воздаянию совершения одной умры. Видите, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что тот человек, который у себя дома совершит омовение, значит, это указывает на то, что когда человек направляется в Масджиду Куба, то ему уже желательно с готовым омовением, не там, чтобы в мечети делать омовение, ему желательно, чтобы он омовение совершил еще у себя дома, еще в гостинице, пока ты еще не направился в Масджиду Куба, чтобы ты мечеть Масджиду Куба пришел уже с готовым, чистым, значит, с омовением, полноценным омовением, и чтобы сразу, как пришел в мечеть, чтобы смог совершить 2 ракаата намаза, то тот, кто это совершит, то он, говорит, получит воздаяние умры, малого хаджа. Также, дорогие мои братья, приводится хадис у имама ат-Табарани, книги Аль-Кабир. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه 4 ركعات كان ذلك عدل رقبة. Тот человек, который направится из дома с полноценным омовением в Масджиду Куба,
масджиду Куба совершит 4 ракаата намаза, то он получит воздаяние от Аллаха, как будто бы он одного раба заплатил деньги, большие, рабы же дорого стоят, заплатил деньги и одного раба, как будто бы он освободил от рабства. Какое он получает огромное воздаяние от Аллаха? Вот это, говорит, воздаяние он получит, если пойдет в масджиду Куба, совершит 4 ракаата намаза. وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغلو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر المعتمد إلى بيت الله تعالى. Еще раз подтверждает хадис, значит, смысл предыдущего хадиса, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот человек, который, говорит, сам совершит дома омовение и совершит омовение в полноценной форме, затем направится к мечети Куба, и он не намерен направлением в стороны мечети Куба, у него нет других дел, там между делом зайду намаз сделаю. Нет. Он именно выходит из дома, чтобы именно пойти в масджиду Куба, именно для того, чтобы совершать намаз. Если, говорит, он выйдет именно для мечети, именно для намаза в этой мечети, и если совершит 4 ракаата намаза в мечети, то в каждом ракаате, как положено, читая алхам и так далее, то он, говорит, получит воздаяние, как будто бы человек совершил умра к Байтуллахи хараму, к Каабе, имеется в виду, направляясь к Каабе, как ты совершаешь умра, и что ты получаешь за это умра, вот это воздаяние, говорит, Аллах тебе даст. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين رواه البخاري ومسلم. Ибн Умар, сын Умара, радийаллаху анху, рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направлялся в мечеть Куба. Иногда, говорит, направлялся пешком, иногда направлялся верхом на животном и совершал в ней в мечети 2 ракаата намаза. وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما رضي الله عنه يقول: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس رواه الحاكم. Эти асхабы, Амир ибн Саад и Аиша бинту Саад, они слышали от своего отца Саада, как он говорил, что чтобы я пошел в мечеть Куба, чтобы я в мечети Куба совершил намаз, это для меня более любимее, чем даже направиться в Байтул Мукаддаси, чем в Байтул Мукаддаси совершать намаз. Вот так говорил Саад, радийаллаху анху. Также, дорогие мои братья, есть мечеть в этих святых местах, называемая Масджиду Фатхи. Что сказано об этой мечети? وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيه فأعرف الإجابة. رواه أحمد والبزار وغيرهما. Если вы помните, был газават, называемый Газвату Хандак. Они скопали большой окоп, большой ров. Вы расслышали в муъджизатах посланника Аллаха, как там этот окоп копали, большой камень. Расулуллах раздробил этот камень, стал песком. Вот на этом газавате пророк, алейхиссалату вассалам,
этот казават длился, значит, несколько дней длился этот казават. Пророк, алейхиссалату вассалам, в понедельник просил у Аллаха, делал дуа, чтобы Аллах дал ему победу над кафирами. Аллах на его дуа в понедельник не ответил. Пророк, алейхиссалату вассалам, просил вторник, место, называемое Фатху, там мечеть сейчас имеется, масджиду Фатх называется. Делал дуа пророк, алейхиссалату вассалам, во вторник, к нему не пришел ответ от Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в среду тоже делал дуа, просил у Аллаха победу над кафирами. В среду между обедом и после обеда намазом в середине этого время пришел к нему от Аллаха, значит, ответ, что Аллах ему дает победу над кафирами. И когда, говорит, пришел ответ от Аллаха, что Аллах ему дарует победу, радость этого, говорит, была видна на лице пророка, алейхиссалату вассалам. И Джабир, ради Аллаху анху, говорил, если, говорит, меня постигала какая-то трудность, значит, какая-то проблема серьезная, я, говорит, ожидал то время, когда пришло к пророку, алейхиссалату вассалам, радостная весть от Аллаха, что Аллах ему дает победу, я, говорит, ожидал, говорит, выжидал это время, шел, говорит, ту мечеть, где, то место, где Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха, и Аллах ему ответил. Я, говорит, шел на это место, совершал там намаз, я, говорит, делал Аллаху дуа, и я, говорит, непременно, говорит, находил ответ и облегчение с моего положения. Маша Аллах. Видите же, асхабы, они, желая баракат тех мест, где Расулуллах совершал намаз, где посланник Аллаху пришел ответ, что Аллаху Та'ала ему дает победу, в этих местах до судного дня, говорит, не перестает быть баракат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня тот, кто собирается в хадж, и там есть саб'уль масаджид, там было 7 мечетей маленьких, их сейчас разрушили, сделали большую одну мечеть на этом месте. Там наверху рядом есть называемая масджиду Фатх, мечеть победы, Фатху это победа. Мечеть победы его назвали, почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, там делал дуа, и Аллах ему ответил, что Аллах ему дает победу. Вот это место совершать намаз, дорогие мои братья, и делать Аллаху дуа, на ваше дуа вы найдете ответ от Всевышнего Аллаха. Дай Аллах нам тауфик, чтобы мы ценили, уважали, почитали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и все, что связано с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, да пусть Аллах нас не сделает из тех, кто порицает это и отрицает это. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.